сейчас начнем. Вы нас посмотрите, послушайте. Это у нас отчетный концерт за те годы, которые мы работали. То есть фактически 3, оно так год. Это творчески очень работали. И об этом мы сегодня расскажем. И как называется уже, знаете. İzinler Арлық арғыстар, көрігжелер. Шалахай күні! Здравствуйте! Добрый день! В рамках года культурного и нематериального наследия народов России, который объявлен 2022 год под девизом «Культурное достояние народов России», в течение года Хакасский хор «Эрелет» при благотворительном фонде «Кристалл» города Абакана освещал и знакомил зрителей с творчеством и наследием хакасских и русских народов. Это театрализованные концерты в «Кристалле» и культурно-досуговых центрах города Абакана, Победа, Нижняя Согра, а также Центральной республиканской библиотеке и городе Черногорск профилактории. Встреча Нового года, как русского, так и хакасского. Чилпазы, Масленица, Тунпайрам. Отчизна шагает в бессмертие. Ко Дню Победы мы встречали светлый праздник, посвященный Пасхе. Наш хор имеет грамоты от городского управления образования, культуры и спорта города Абакана и города Черногорска. И сегодня у нас отчетный итоговый концерт о наследии творческих людей Хакасии, поэтов, исполнителей, композиторов многонационального уголка России. И назвали мы этот концерт «Творческий полет души». Хорошая песенка, правда? Поэтому я и приглашаю вас, чтобы мы все улыбались, радовались жизни. В кругу друзей, в кругу подруг, в объятиях мира и тишины мы приветствуем друг друга. Поэтому повернитесь все направо друг к другу и скажите, скажем, мира тебе и благоденствия. А слева повернемся и скажем, улыбнись, и улыбка вернется к тебе. Совершенно верно. Нина. Нина. Ой, Галя. Здравствуйте. Сколько утреннего света за распахнутым окном, по земле гуляет лето, лето ходит босиком. Сколько ветра и простора, сколько песен и цветов. Уголок моей России, Хакасии, нет ее прекрасней и родней. Вспомним песни Минаева, изгиб гитары звонкой, вместе споем. И мы сейчас споем эту песню. Вы не слушайте, что там он поет, потому что это автор, а мы будем петь так, как мы можем. Хорошо? Я буду, и все помогать будем. Все как могут спать. Гитары желтой ты обнимаешь нежно, струнам осколком эхом пронзит тугую высь. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как колонн леса заката, костер меж солнцем пляшет, чтоб ты пустишь бродяга, а ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе
все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, чьи имена, как раны, на сердце запеклись. Мечтами и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Музыка – универсальный язык человечества, как сказал Генрих Лоншфельд. Единственной мерой времени является память. И мы сегодня вспомним и поговорим о творчестве композиторов и поэтов Хакасии. Музыковед, ученый-фольклорист, педагог, член Союза композиторов СССР, заслуженный деятель России Александр Александрович Кинель. Первый композитор Хакасии, родоначальник и наставник для молодых талантливых людей в мире музыки, был француз, приехавший из Ленинграда в 1942 году. Александр Александрович Кинель. Он написал первую хакасскую оперу «Шанархус» и «Ахшибе» в 1970 году. Благодаря этому человеку была открыта первая музыкальная школа в городе Абакане, а затем и Абаканское музыкальное училище. 12 июня мы Песни о отметили хакасской День песне. России. Ой, извините. Еще громче. Еще громче. Громче. Мой страх известный, мы с ними дружим и поем. Но где найти нам лучше песни, рожденной здесь в краю родном? Слова звенят и тихо тают, и уплывают в облака. Когда поешь, тебя ласкает прикосновение ветерка. Когда поешь, тебя ласкает прикосновение ветерка. Наша Абака все хорошеет, из года в год сады цветут, и триколор над ним аллеет, все свято дружбу берегут. И вилы весь оркестром сводный, столица звонко запоет, летит по улицам знакомым родной мелодии полет. Летит по улицам знакомым родной мелодии полет. Родной мелодии чудесной на свете нету ничего. Поверьте, есть в хакасской песне душа народа моего. Когда идут мы вырастаем и покидаем край родной, но песня милая, простая, всегда торопит нас домой. Но песня милая, простая, всегда торопит нас домой. Весна улыбкой здесь встречает, народ
профессионального композитора Хакаси, ученика Александра Александровича Пинеля. 12 июня мы отметили День России. Великая держава, любимая страна, побед великих слава, себе хранит она. Цвети, Россия! Родная на века. Родная на века, ты славная и чистая, всегда нам дорога. И прочитает свои собственные стихи Валентина Сарлина. Biz şahsı şurada şu tapşamız. Başırdı. Adak şir pırte şirde şoğul. Bray şirde nibesi bir aylanzım сидим бращи да испаем шачадыр. А мы хазахтан куширда. Мы живем в богатой земле. Лучше ее нету. Везде твои красивые просторы, везде лежат твои богатства. Добра и спокойствия на этой земле. Песни о рыцаре старта Георгия Чайбаева. О,
Летит по степным хакасским просторам, переплетаясь с русскими напевами, чистые помыслы близких по духу всем живущим народам на седой хакасской земле. Так рождаются любимые песни Георгия Челбаракова. Их поют хакасские ансамбли и хоры, чонки-глеры, народные напевы, руководитель Нина Викторовна Катаева, жарки, дуэты Владимир Чаптыкова и Клависы Чугашевой. И поет их просто простой народ. А поезд мчится в будущее. Меняются декорации, меняется и растет новое поколение. Память остается в сердцах людей и в песнях тех, кто в мир иной ушел, в объятия небес. А время – ткань, из которой состоит жизнь. В 1996 году Георгий Челбараков избирается почетным членом Союза композиторов Республики Хакасия. И перед прошлым склоните голову, перед будущим засучите рукава. Вероятно, таков девиз был у Георгия Челбаракова. Много произведений он написал. Мы только освещаем кусочки его произведений, его творений. Он очень любил, конечно, свою маму. Ее и ей посвятил песню, которую назвали «Чисказы и женен». Правильно сказала? Вот. «Счастье матери». Правильно? Ну что, девочки, споем эту песенку. Вы нам поможете потом. Но она довольно сложная, поэтому Фаина Ивановна, я и далеко ушла Анисимова. Начинаем мы. Успех – вот что создает великих людей. Но мы, конечно, любовь к женщине, к родине. Песня номер «Черемуха». Син
успех. Весна. Весна, растворитель зимы. Песня Чирм Хустары, полет птиц. Стихи поэта Юрия Филипповича Полютина. Хакасия моя. Люблю тебя, Хакасия моя, и о тебе я говорю. Как ты прекрасна, хороша, как женщина, лишившая меня сна. Степные ветры мне лицо умойте, я вашу щедрость песнею верну. Я завещаю, берегите цветущую Хакасию мою. Женщине торжественно признался: Хакасия, тебя мне не забыть. Я до сих пор о ней писать боялся, чтобы красоту ее не исказить. Горам шепчу: мне душу успокойте, огнем горит дыхание мое, и всем я завещаю: берегите Хакасию мою. Все произведения были на музыку Георгия Челбаракова. Пою Харасук. Черный узел, да?
если не такому. Вставка. Понятно вам, да? Интересно, весело, что это значит происходит. Мы будем говорить с вами о Хакасии, о музыке, о искусстве. И я хочу задать несколько вопросов, которые, может, ответите, значит, получите приз. Но не ответь, ничего страшного. Итак, слушаем, знаем ли мы музыку о Хакасии? Знаем ли мы Хакасию, музыку композитора? Первый вопрос. Что такое тахпахи? Ну, ты же сказала. Сказание. Да, сказание. Совершенно верно. И можно сказать, это песня, рассказ о жизни хакасов. Молодцы. Кто первый исполнитель тахпахов? Имени... Давайте мы не будем помогать им. Имени чего? Кадышев, да, дайте. Ага. Кадышев, да, совершенно верно. Семен Прокопьевич. Кто такой Хайджи? Ой, Хайджи, собрался весь народ. Пусть Чатхан твой звонко запоет, так, чтоб пели горы и леса, чтоб звенели даже небеса. Хайджи. О, я даже говорю вам, ой, Хайджи. Певец, да, сказатель поет, играет на чатхане и сказывает, поет. Поющим горловым пением, хай. Назовите первого министра культуры Хакасии Хакаса. Совершенно верно. Владимир Герасимович. Ну, еще такой очень интересный вопрос, но я думаю, это тоже вы знаете. Что такое Энерхас? Дружба. Дайте, пожалуйста. Конфетку дайте вот. Ну а раз дружба, то всегда дружба побеждает. Разные народы могут дружить. И, конечно, к этому мы призываем, чтобы был мир на земле, чтобы не было вот этих войн, чтобы не было усобицы между даже нашими народами независимо. И вот поэтому мы сейчас поем частушки. А милый мой, когда парчи кормить Неужели олар шогал бірлі олар чөрерге? Иги тағдайыр кешек, көзін ары саңайда. Мен жаңандар шоқты салар, шоқты сыңдар саңайда. Yarmışınca parçatsam, hırstan selek nime çok. Çaraltınca parçatsam, oldum tatlık nime çok. Мы пропели вам частушки, хорошо ли, плохо ли. А теперь мы вас попросим, чтобы вы похлопали. Жаль, только, конечно, на хакасском мало у нас и частушек, но ничего. Хорошо. Да. Нормально. Следующий год. Мы можем больше? Каждый ребенок отчасти гений, а гений отчасти ребенок. Творческие ниточки потянулись к ученикам. Композитор России Татьяна Шалгинова, Алахтаева, Ким, Баранова, Киштеева, композиторы Хакасии, Киштеев, Катаева, Такмашов, Аршанова, Такаяков, Танбаев, Насиец, Волошин и Баргаякова, Игорь и Павел, Стоянов и многие-многие другие. Поэты Валентина Татарова, Тинников, Ильчичаков, Доможаков, Майнашев и Полюхин и многие-многие другие. Их стихи были окутаны песенный переплет.
Без музыки жизнь была бы ошибкой. В музыкальных кружевах закружилась мелодичная, легкая, напевная, задушевная песня подруг. И хотя среди нас нет прекрасной, талантливой исполнительницы Елизаветы Чапиковой, но в память о ней звучит песня композитора Олега Тагаякова «Öğrenme». Видите, какая музыка красивая, да? Потому что жизнь диктует свои законы. Жизнь человека коротка, а вот творчество, воплощенное искусство, нет Павла Драгоякова, композитора, поэта и художника, члена Союза художников России. Видите, какие красивые. Мы кусочек только произведений, вообще прекрасные вещи. Вот. Вот. Закончили также земной путь исполнители и певцы Клара Сунчубаша и Владимир Чапов, композиторы Юрий Киштеев и Анатолий Токмашов, поэты Юрий Парюхин и композиторы Александр Чешев, Раздобурдин, Маевский,
то есть уже нету среди нас их. Но их творчество будут воплощены либо в художественных произведениях, картинах, либо в песнях, либо в стихах. Ну и памяти, которые у нас есть пока, и память человеческой цивилизации. Многие выдающиеся личности оставили свое наследие нам, исполнителям, слушателям, музыкантам и простому народу нашей страны. Да и за рубежом звучат произведения Георгия Челбаракова, Кинеля и многих других композиторов. И вот мы сейчас перейдем к следующей теме. Тема у нас будет опять, видите, какая веселая, да? Будем задавать вопросы, а вы будете отвечать и получать подарки. Так, сейчас мы с вами поговорим о инструментах. Дорогие зрители, друзья, слушатели, скажите, пожалуйста, какие музыкальные инструменты вы знаете? Тут прям почти все есть. Балалайка. А балалайка это не хакасский. Как? Не поняла, как? Хомыс. Вот он есть. Хомыс. Чатхан. А дайте это Вере. Все, дали. Да? Еще. Тут все есть. Смотрите. Их. Вот их. Как скрипочка. С этим струнные. С этим со смычком. И еще какие вон дудочки. Видите какие-нибудь? Кавырах. Очень красиво поет. Прям такая дудочка красавица. И есть пыргы. Она считается как бы охотничья, но она тоже нужна. Так, а кто знает тогда такую вещь? Так, какой инструмент есть у шамана? А как он по-другому называется? Как? Ну скажите, как? Тюр. Правильно я сказала, нет? Тюр. Вот их это у нас это вот инструмент. Скрипочка наша хакасская. Так, и что имеет еще шаман к этому тюр? Бубен мы назвали, это тюр, а еще что? Такая, как колотушка, да? Да, совершенно верно, да. Ну, я ее тоже называю колотушкой, не подскажете, как она по-другому может называться? Я по-русски называю. Так, дальше, следующее. Как называются действия шамана? Да, совершенно верно. Дайте кто? Дай конфетку. Совершенно верно. Так, и еще одно такое очень интересное. Что означает слово хысхылых? Фламинго. Кто сказал фламинго? Совершенно верно. Забыла назвать тебя. Главочка миленькая, правильно сказала. Так вот я хочу сказать, что фламинги это птицы, которые сюда прилетают очень редко, но они необычайно красивые, и ввиду того, что творчество, наше полет творческой души зависит от того, как нам пошлют 5-й квартал, да, значит, мы начинаем действовать. Так вот, я хочу сказать, что у композиторов Хакасии зародился такое при председателе Герман Гаврилович Танбаев назвал этот итог хакасских музыки, не только хакасов, но и мы же входим тоже русские туда, да, и назвали этот концерт итоговый «Хысхылых». Видите, как интересно, то есть фламинго. То есть нет, но ласточка творчества прилетает. Член Союза композиторов Хакасии Новосибирск Зинаида Даниловна. Она всю жизнь посвятила свое музыкальному искусству. И в данный момент она является нашим художественным руководителем, чему мы очень рады. И сейчас она исполнит одну из своих песен «Листозвон». Это ее слова и ее музыка. Песня «Листозвон». А Рилер, моей подруги милые, помог ей в этом Отшумела листва и торопят года, убегая в осеннюю
любовь не умирает никогда. Ах, весна, весна, ты любовью полна, лето негой и нежностью дышит, осень зрелость несет, а дружба любовь принесла. А сердце не жалеет, душа любви полна, любые времена, любовь не умирает никогда, любовь не умирает никогда. Снег лежит на полях, стужа в душу вошла, уж седая моя голова. Ах, как жаль, что уходят года. А сердце не жалеет, душа любви полна, любые времена, любовь не умирает никогда, любовь не умирает никогда. А сердце не жалеет, душа любви полна, в любые времена, любовь не умирает никогда, любовь будет вечна всегда. Таланты. Талант работает, гений говорит. Вера в себя рождает силу духа. Композитор, поэт, заслуженный деятель культуры Аршанова Белоглазова подарила детям свои песни, которые звучат в детских садах, в школах. Ее песни поют хоры Хакасии, но мы не отстаем и любим ее песни. Как ее песни? Песня Хазычам, колыбельная. Uzun sazını tarim, Стихи о маме хакасского поэта Валерия Майнашева читает Фаина Уконова. Валерий Майнашев матери. Прости, что я пишу не часто, мама, что я пишу какие-то стихи. Но я все чаще слышу здесь утрави, как в телефон звонят мне петухи. Мне детство в душу эхом отдается, я сердцем ощущаю все без слов.
снова вижу, как там у колодца ты из ведра поишь своих коров. Я ясно вижу пору сенокоса, как в полдень, наработавшись, сидим, и тень свою лакучая береза нам дарит вместе с щебетом своим. И мчалось лето, надрывались грозы, и ты мне пела что-то в тишине. И так смеялась, плакала береза, чтобы не раз присниться мне. И мне давно-давно все это снится, оставшись навсегда в моей крови, чтобы потом на строчке просочиться, как сны, как сны, ой, как эти мечты, как сны, как муки светлые мои. А сейчас наш хор исполнит песню Антонины Аршановой Белоглазовой «Ижеме». Песня о маме. Небольшой вопрос. Мы славим Родину мать. А как по-хакасски Родина? Хорошо, тогда такой вопрос.
что такое ада по-хакасски? А? Ладно. Чир. Это вы знаете, а я спрашиваю. Он ответил. Су. Кто? Земля, я сказала. Правильно. Су. Вода. Ада все-таки что это? Небо, наверное. Нет, Ада, И смотрите, как получается. Отец, земля, вода. Значит, отец воды и земли, то есть всей природы. И получается родина. Видите, как интересно? Из 3 слов. У нас просто родина, да? А там вот так вот нежно обволакивается. Таким образом любит и землю, и воду, вообще всю природу. Хорошо. Так, слова и музыка у нас Ашановой, Хака Черенды, Улюкю. Или просто песня. Поет вот Бурелер. Она завоевала 1 место и считается гимном праздника Тун-Пайрама. И мы ее будем петь на празднике Тун-Пайрам 25-го. Приезжайте, слушайте. Изюм Чиры, родина моя, она дорога всем, кто ценит и любит жизнь. Наш итоговый концерт подходит к концу. Мы благодарим всех слушателей за участие в нашем обширном концерте, за теплоту ваших сердец, за терпение к нам, участникам хора «Ойремне». И в заключении прозвучит песня. Эта песня исполняется нами впервые, кстати. Песня «Спасибо, солдат». Спокойно. Спасибо, спасибо, спасибо за свет, спасибо за свет, за мир, и чудесный рассвет, за жизнь, и ее красоту, бедную нашу весну. Соль на губах от слез, ветер мечты унес, память в сердцах жива.
грозу. Упавшую на земь росу. Соль на губах от слез, ветер мечты унес, память в сердцах жива, в мирных огнях страна. Спасибо, 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 солдат, спасибо, солдат, за жизнь, за жизнь, что в бою отстоял, что в бою отстоял. теперь, Теперь как вечный огонь и пламя, склонился закат над тобой. соль на губах от слез, ветер мечты унес, память в сердцах жива, в мирных огнях страна. Соль на губах от слез, ветер мечты унес, память в сердцах жива, в мирных огнях страна. Низкий поклон тем, которые памяти тех, которые сейчас воевали и не дошли еще до победы, но свои головы сложили за идею, за русский народ, за территорию хорошую, за жизнь светлую. Вот, поэтому пусть будет мир на земле, везде, всегда. И мы будем бороться, я думаю, все за это. Пусть мир торжествует на всем земном шаре. Пусть дружба крепнет между людьми. Пусть сердца наполняются добротой. Душа воссияет любовью ко всем людям на земле. Пусть не будет войны. Мы помним тех, кто отдал жизнь за наше будущее, за наших детей, внуков, правнуков, в годы Великой Отечественной войны. И сейчас наши солдаты тоже бьются за то, чтобы был мир на всей земле. Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Хочется мира, не устает повторять. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Разрешите мне, вот, и от нашего хора, и от всего нашего коллектива поздравить нашего хорошего, мы его называем оператор, вообще-то это учитель хакасского языка, имеющий многие регалии, мы не будем говорить, Сергей Александрович Майнагашев, и поэтому я хочу вот такой небольшой презент дать ему, и пусть он всегда с нами дружит и наслаждается нашим пением. Большое спасибо вам. Вы нам очень помогли. Вам низкий поклон от нас. Ну и, конечно, мы хотим поблагодарить администрацию, наши кристаллы, но они к нам не подошли. Вот. А, кто-то стоит, но мы сейчас тогда подойдем. Пусть она подойдет. А? Вот. Может, Александр где-то? Да, нам и Александр, и нам обоих надо, пусть они все придут к нам. Мы хотим поздравить их, потому что большую работу они нам помогают, потому что без них, без их помощи нам просто здесь невозможно. Я знаю, что здесь Татьяна, и здесь Сергей, Александр Юрьевич. Вот. Александр Юрьевич. Да, пошли, да, за ним. Так, ну и я думаю, что вы
вы насладились небольшим концертом нашим, пусть они немножко, может, не так. Вот. Разрешите поздравить, небольшой презент вам. Большое вам спасибо, огромное спасибо от нашего коллектива. Но в свою очередь мы хотим сказать, мы горды, что такой коллектив есть в нашем учреждении. Спасибо вам за проделанную вашу работу, мы очень ценим, любим вас и, конечно же, ждем на предстоящем празднике, где вы вновь будете блистать на Тум-Пайраме. Мы вообще-то плохие персоны. Что вы были рядом с нами. Потому что я понимаю, что хакасский язык и пение, оно немножко как-то, особенно русскоязычный, который им тяжеловато. Но я думаю, что вы поняли, что молодцы были мой коллектив РЛР, правда? От имени всех зрителей разрешите мне поздравить ваш коллектив. Милые девочки, милые женщины, спасибо вам за творчество, за память, за то, что вы сегодня нам такое удовольствие памяти предоставили. Это стоит дорогого. А еще, милые женщины, хочу немножко сказать о вашем руководителе. Да, мы все слышали сегодня композиторов, писателей, соло слышали. Но этот человек, который уже сколько лет, я больше 30 лет знаю, хранитель правильной звучания нотки в каждом произведении. О чем вы и почувствовали. Спасибо вам большое-большое за все это. И я сегодня руководителю подарить вот этот торт с малиной, чтобы здоровье у вас было на все века. Такое крепкое. Молодцы, девочки, молодцы. Это незаменимый мой человечек, который, наверное, уже с полуслова меня понимает. И, наверное, даже иногда меня боятся. Это Людмила Павловна. Я ей очень-очень благодарна. И, конечно, благодарна моей дочери, которая всегда помогает мне. Это моя Алена. Нашему коллективу хоровому поздравить вас, сказать вам большое спасибо за ваше терпение. Вы действительно такая молодец. Наш хор действительно, он, ну, хоть мы не молодые, но хор наш молодой. Спасибо, Зинаиде Даниловне, спасибо. Больше половины нашего хора, это, ну, пришли мы буквально даже годами, как мы пришли. Хакасский даже не знаю, но учим. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Но я думаю, что мы поедем, когда на Тум-Пайрам, приходите, посмотрите, послушайте нас. Конечно, мы новенькие, нам только 3 года, мы еще растем. Не смотрите, что мы старые, но мы в душе всех там. И не только молодые, мы дети. Мы можем смеяться, улыбаться и прыгать, так, хоть и хромые, и косы мы делаем. Вот. А еще я хочу сказать, что администрация нас потом, в понедельник, я думаю, мы соберемся, да, все там сделаем такой небольшой наш это, и вы получите от от администрации кое-какой небольшой сюрприз, да. Поэтому я надеюсь на это. Большое всем вам спасибо. И Анна Мичевка. Умница. Молодцы, Спасибо, удовольствие получили. Спасибо.